Телеканал БСТ продолжает свое вещание. Это программа «Салям». Сивуш Шермазаде, Юлия Санвердина. Всем, кто только что к нам присоединился, доброе утро. Доброе утро, желаю я, друзья. Итак, прямо сейчас мы поговорим о подготовке служб к весеннему половодью. У нас в гостях заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова. Лилия Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Итак, Лилия Анатольевна, ну вот есть половодье, паводок, это одно и то же, как вы нам сейчас объяснили за кадром. Когда его ожидать в этом году? У нас Когда людям готовиться к нему? Когда людям готовятся, ежегодно паводок приходится на территорию Республики Башкортостан. Примерно это на конец марта, начало апреля. Объясню почему. Все зависит от перехода температуры через 0 градусов. То есть, если несколько, получается, например, неделя, да, у нас температура держится стабильно плюсовая, то есть переход через 0 произошел, то да, мы можем считать, что паводок начался. Даже если ночью минус 10? Нет, ночью тоже плюсовые температуры. Плюсовые температуры. То есть это означает, что среднесуточное значение температуры, переход через 0 к положительным показателям. Понятно. Например, плюс 5 и ночью, и днем в течение недели. Это впервые, мне кажется, для некоторых людей, кого часто топит, положительный момент неположительный. Ну да. Слушайте, а есть какая-то информация, кто 100%, так скажем, пострадает, кого-то 100% какие-то районы затопит? На сегодня говорить об этом еще рано. На республиканском уровне есть реестр, определен перечень населенных пунктов, и при наихудшем сценарии, при максимальном повышении уровня воды, у нас определены всего 313 населенных пунктов, которые могут быть подтоплены или оказаться в зоне затопления в результате весеннего половодья на территории 44 муниципальных образований. Ну, они наверняка уже не в первый раз оказываются в этой зоне, знают, что делать, но все же давайте напомним нашим телезрителям, как готовиться к весеннему половодью. Да, вы совершенно правы. Люди, которые проживают на низменных территориях, они примерно предполагают, да, что в период весеннего половодья может быть подтопление территории. А в этом случае наша рекомендация. Необходимо подготовиться заблаговременно. Все вещи, которые находятся на низменной территории, ценные вещи в том числе, необходимо поднять на возвышенные участки. Ну, например, на чердак дома. Да. Животных домашних рекомендуется перевести на безопасные участки. Те вещи, которые перенести невозможно, рекомендуем закрепить, дабы в случае подтопления не унесло течение в период весеннего половодья. Также необходимо подготовить минимальные документы и запас еды, воды на сутки. Звучит как настоящий фильм катастрофы, да? Да, я думаю, Лилия сейчас скажет, что делать людям, которые уже знают, ну что, собрать вещи, переехать на 2 месяца, в май вернуться к себе домой-обратно. Слушайте, но вот вы сейчас... Практика, да, вот я вас перебила, извиняюсь. Как показывает практика, люди, которые проживают на низменных территориях, если даже это садовые участки, они привыкшие к этому, и они не переезжают. Я вам скажу так, что у нас же раньше был такой район Нижегородка, ну как он и есть, район Нижегородка, раньше его тоже подтапливало, да, вот сейчас вроде бы эту проблему устранили. Я еще помню, как я ходил к своему товарищу, мы переносили с 1-го этажа на 2-й холодильники, еду, вот это все. И они вот реально, он надувал лодку и ждал вот этого момента. И там реально они вот перемещались по Нижегородке на лодках, на работу или еще куда-то в магазин, или еще куда-то либо. Я вот еще помню такой момент, когда к нему приходили, уже в апреле была весна, и у них вот прямо на 1-м этаже, вот, ну где-то с моего роста, была вот такая полоса. Я говорю, это что это такое? А они говорят, вот нас типа так натопило в свое время. Я такой, ну ничего себе, воды прибывало-то немало. Вот, кстати, как раз таки вот мы сейчас вспомнили про лодку, и, соответственно, вопрос. Есть ли какая-то, я не знаю, какой техникой пользуются во время вот паводков, да, вы же там, вам же нужно работать, все проверять, это только лодки используются или какие-то еще есть определенные, так скажем, техническое оборудование? Если говорить о силах и средствах в целом, да, на территории Республики Башкортостан у нас находятся в готовности на реагирование люди, это силы, да, около 11 тысяч человек, и техники свыше 3000 единиц. При необходимости будет привлекаться наш пожарно-спасательный вертолет К-32 для мониторинга складывающейся обстановки. Также можно применять судно на воздушной подушке и аэролодку «Пиранью». То есть техники на реагирование достаточно. Аэролодка «Пиранья». Ух ты, очень интересно. Слушайте, ну а вы как-то вот по этим районам, вот сейчас вот люди смотрят наш телеканал, да, и у нас какая-то профилактика проводится, мы снова и снова напоминаем людям, что готовится к паводку. Еще помимо этого какие-то профилактические мероприятия проводят ГКЧС?
Профилактические или превентивные, наверное, имеете в виду, да, заблаговременные мероприятия? Подготовить, предупредить. Безусловно, подготовка к весеннему половодью начинается заблаговременно. Какие-то виды работ. Да, мы в конце марта ожидаем от Башгидромедцентра более подробный прогноз на весеннее половодье. Соответственно, будет составлен план облета территории именно затороопасных участков рек. У нас их около 62. И, соответственно, там, где ежегодно подтапливается территория, при необходимости совершается облет территории. Это первое. Муниципалитетами заблаговременно проводятся такие работы, как распиловка льда, чернение. План работ составляется. И при необходимости проводятся взрывные работы. Заблаговременно заключаются договора на проведение всех этих видов работ. Слушай, ну и перед тем, как мы с вами подытожим, да, нашу беседу, сейчас понятно, что мы готовимся к паводку, но есть такая тема сейчас, мне кажется, очень актуальная, как тонкий лед. Насколько опасно сейчас выходить на рыбалку? Весенний период, сейчас вот я как ранее уже говорила, переход через ноль, да, и погода меняется, морозы сменяются теплом, и, соответственно, выходить на тонкий лед с каждым днем становится опаснее. Нельзя выходить на лед в темное время суток при плохой видимости, например, по причине тумана или снега. Мы уже много раз говорили неоднократно, нельзя проверять толщину, прочность льда ударом ноги. Также опасные участки являются это трещины, лунки. Да? Если вы все-таки оказались на льду и лед треснул, ни в коем случае нельзя паниковать, нельзя бежать. Необходимо лечь и перекатиться на безопасное расстояние. Это, кстати, да, потому что я Ой, тоже вот на такой лед я бы даже не рискнула Я выходить. смотрел Сразу недавно. видно, что он опасен. Смотрел недавно И программу. это тоже. Что же они там делают? Ты дашь мне вставить слово, нет? Я что понесло-то не пойму. Я просто Женщина, думаю, успокойся. насколько важно достать рыбку из водоема и выжить Ну, вообще. да, рыбаки как бы... это Рыбаки, они у нас ежегодная смелые, понимаешь, на адреналине живут. Авось пронесет. Нет, не пронесло. Нет, кстати, по поводу того, что нужно сразу прям падать и ложиться, я тоже слышал такую версию, что объем получается, не объем, а площадь, Которую которую ты покрываешь, получается, она распространяется на большую часть, и, соответственно, да, менее, так скажем, опасно. Это сопромат, Сивуш. Он так Ты работает. не матерись в прямом эфире, алло. Потому что реакция человека, да, если лед треснул, кажется, что нужно убежать, да? Да, Но да. это наоборот. Если он треснул, минимум движения нужно делать. Да, ложиться и плывить по льду. Слушайте, хорошо. А смотрите, еще такой вопрос. Те люди, которые, возможно, переехали не так давно и сейчас смотрят и думают, а мой район относится ли к паводкому вот этому, да, стихийному моменту или нет? Как где-то можно посмотреть на сайте или что-то изучить, какие районы, каким готовятся в этом году, и каких вот у районов прям вот, максимально, да, так скажем, какая-то пиковая, так скажем, Есть зона, опасность. да, опасности. Ну, это вы, наверное, говорите больше про то, что человек может открыть и посмотреть в открытом доступе. Ознакомиться где-то. Если говорить про наших специалистов, то это мониторинг называется. Да? Люди, которые непосредственно мониторят обстановку текущую. Это у нас с помощью геоинформационной системы нашей ГИС «Паводок 2.0». Специалистами территориального центра мониторинга прогнозирования ЧС Госкомитета на круглосуточной основе мониторинг проходит всегда. То есть не только в период весеннего половодья. И каждый житель может, да, пожалуйста, зайти на сайт Госкомитета, ознакомиться. Если вдруг будет резкое повышение уровня воды, на карте это будет все отображаться вплоть до цифр, насколько подъем уровня воды. В период весеннего половодья многие жители, они уже знают и пользуются данной программой. Угу. Ну, я думаю, так, все равно же, кроме профилактических бесед, вы же какие-то обучения проводите в любом случае, да, людям? Объясняйте, как, что делать, если что, вдруг мало ли. Обучение проводится... Да, профилактические беседы, да, на постоянной основе они проводятся круглогодично, не только в период весеннего половодья, да, в зависимости от времени года. Есть у нас учебно-консультационные пункты, где население, да, может получить всю необходимую информацию. Вот так, друзья, ну что, как под итог беседы, берегите себя, по тонкому льду не ходите, не рискуйте, подумайте в первую очередь о себе и о своих близких и родных. Ну и, конечно же, да, готовиться к половодью, но мало ли, подготовлен, вооружен, как говорят, да, у нас. Поэтому будьте аккуратны, берегите себя. Есть профилактические беседы, напомнили о безопасности наших гостей. Заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Лилия Каримова. Лилия Игнатовна, спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вам утра, безопасности. Статистика пускай вот не растет, а все на убыль, на убыль, на убыль. Да, точнее, пусть она будет положительной. У него будет положительный баланс.